Здравствуйте, в эфире «Настоящее время». С вами Наташа Мозговая. Сегодня в программе Россия усиливает военное присутствие в Таджикистане. Пожар в Баку. Причиной могла стать облицовка здания огнеопасными материалами. И специальный репортаж из Центра управления полетами в Хьюстоне. Начинаем с новостей из Праги. Шахида, пожалуйста. Спасибо, Наташа. Все события дня в настоящем времени из Праги. Я Шахида Якуб. Здравствуйте. Идет настоящая война с Россией. Президент Украины Петр Порошенко в интервью телекомпании BBC заявил, что украинская армия воюет не с сепаратистами, которых поддерживает Россия, а с регулярной российской армией. В подтверждение своих слов украинский президент привел пример 2 граждан России, захваченных в плен в Луганске. Служба безопасности Украины утверждает, что военные являются действующими военнослужащими. В Москве информацию опровергают, заявляя, что оба задержанных на момент попадания в плен были уволены из рядов вооруженных сил России. Подробнее об этом далее в нашей программе. А пока США и Европа не поставляют Украине летальное вооружение, однако предоставляют инструкторов. Бойцов Нацгвардии и ВСУ тренируют в том числе и американские десантники. Екатерина Кочкина подробнее. Военные учения на Яворовском полигоне под Львовом в разгаре. Около 300 десантников ВВС США уже в течение месяца тренируют бойцов Нацгвардии Украины. Оценить прогресс на полигон прибыл командующий сухопутными войсками США в Европе. Думаю, американские солдаты хорошо адаптируются и уже установили тесное сотрудничество с солдатами украинской Нацгвардии. Они успешно используют все доступные здесь средства. Учения под руководством американских инструкторов продлятся полгода. В тренировках принимают участие бойцы из батальонов «Азов», «Ягуар», «Омега» и других. Командиры в целом довольны степенью подготовки солдат. За этот месяц мы хорошо обучили наших корректировщиков артиллерии, и они сдали экзамены на отлично. Учения проводят не только приглашенные иностранные специалисты, да и не всегда это тренировка боевых навыков. На полигоне под Днепропетровском под руководством украинских инструкторов солдаты проходят курс тактической медицины, чтобы по возможности минимизировать потери на поле боя. И у нас очень много было случаев вот с того момента, с момента начала войны, когда мы начали выдавать аптечки, когда сюда привозили, в Днепр привозили раненых, и аптечки были даже не распакованы. То есть бойцы просто не знали, как этими аптечками пользоваться. Задача тренировок – научить бойцов оказывать первую помощь раненым товарищам на месте и оперативно выносить их из-под обстрелов. Что нужно сделать? Молчи, что нужно сделать? Проверить дыхательный путь. Как проверяешь? Разговаривай с ним. Часть бойцов, проходящих тренировки, были мобилизованы в этом году и после учений отправятся в зону конфликта. Екатерина Кочкина, Юлия Рацибарская. «Настоящее время». Ну а тем временем в Украине возобновили весенний призыв. Согласно решению президента Петра Порошенко, новобранцы будут служить на полгода дольше. Кого призовут этой весной и хватит ли у государства денег, чтобы содержать солдат, узнавала Ирина Любич. Андрей Фисак работал мастером-преподавателем в одном из учебных учреждений Киева и почти выпустил группу студентов, но за пару месяцев до выпускного получил повестку в армию. Я думаю, со всеми тяжестями справлюсь, то есть поначалу, может быть, это тяжело, но потом привыкну, и все будет нормально. С оптимизмом смотрит на военную службу 26-летний Михаил Чумак. Ему до окончания призывного возраста оставался лишь год. Говорит, идет отдавать долг родине со спокойной душой. Ведь Петр Порошенко своим указом гарантировал, новобранцы воевать на востоке страны не будут. Нет, на восток отправлять не будут, но есть такое, что можем контракт получить. То есть по контракту, если я согласен, если моему желанию, я пишу заявление, что я хочу туда, и меня отправляют. А вот родители радости своих сыновей не разделяют. Матери со слезами на глазах рассказывают, вооруженным силам Украины не доверяют. Как нашим детям с нормальной семьей идти, я не могу даже себе представить страшную силу, что их будет. Всего этой весной призовут 21 тысячу молодых людей от 20 до 27 лет. Система закупок в армии утопает в бюрократии, но по оценкам экспертов обеспечить одного солдата обходится в 10 тысяч гривен. Военные убеждают, денег на обеспечение новых бойцов достаточно. Если есть количество, которое необходимо призвать, значит, государство понимает, что этих граждан нужно одеть, обуть, накормить. На помощь волонтеров рассчитывать не стоит. Все поступления они тратят на бойцов в зоне АТО. О призывниках должно заботиться государство. Ирина Любич, «Настоящее время», Киев.
Война на востоке Украины изменила жизнь не только людей, но и их питомцев. Собаки бездомные, собаки раненые и собаки-переселенцы. Их можно встретить практически в каждом районе Донецка. Об этом репортаж Инны Вареницы. Собаки бездомные, собаки раненые и собаки-переселенцы. Жизнь когда-то домашних животных на востоке Украины изменила война. Их можно встретить практически в каждом районе Донецка. Пострадавших от обстрелов животных местные жители приносят в приют ПИВ. Больных или искалеченных находят и сами волонтеры. Мы приехали из города Харциска, привезли собаку. Вот у нас еще 4 кошки на стерилизацию. Возим на стерилизацию в основном животных, потому что у нас в городе никто не проводил никогда ни стерилизацию, ни приюта, у нас ничего нет. Уличный пес по кличке Гера уже второй раз попадает на лечение. Люди, которые проживают рядом, увидели, что она сильно покусанная лежит, уже не встает. Ну, пришли, забрали. Сейчас лечимся. Это тоже второй раз. Она уже к нам привыкла. Наверное, скоро уйдет. После выздоровления собак отпускают на волю. Многим питомцам волонтеры из приюта помогают найти новую семью. Фото животных выставляют на странице в соцсети. Характер собаки, как она относится к животным и детям. Все это волонтеры описывают в подробностях, чтобы новые хозяева поладили с ними. И если интернет-пользователь решается взять пса из приюта, волонтеры помогают вывести его. Часто собак забирают как в Россию, так и в Украину. Бывают и более дальние поездки. В Германию, например. У нас была собака, жила года 2 месяца, хаски настоящий. Вот сын с ней уехал, а мне стало скучно. И он оттуда из Киева через интернет искал мне специально, ну вот, хаски маленькая, ой, типа зимой. И именно захотелось мне хаски. Инвалидов без лапок или тех, кто к уличной жизни совсем не приспособлен, приходится оставлять, говорит Ольга. Так на сегодня в приюте живет около 900 собак. В отдельных уголках прижились несколько кошек и даже сова с шиншиллой. Кормить и лечить такой отряд непросто. С Нового года приют полностью остался без денег. Люди привозят просто, зная, что ситуация тяжелая, животных много. Сейчас много неравнодушных людей, которые нам помогают. Крупами, помогают какими-то отходами. Мы ни от чего не отказываемся, потому что прокормить такое количество животных очень тяжело на данный момент. Инна Вареница. Настоящее время из Донецка. Лидеры Беларуси, Армении и Азербайджана отказались принять участие в саммите программы Евросоюза «Восточное партнерство», который стартует завтра в Риге. Это произошло после того, как глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Евросоюз должен доказать, что «Восточное партнерство» не направлено против России. Чего ожидать остальным странам-участницам Восточного партнерства от рижской встречи, мы спросили у аналитика фонда Карнеги Тома Деваля. Поскольку нет общего консенсуса в Евросоюзе по поводу, что можно делать в Восточном партнерстве в этих 6 странах, я думаю, что не следует, к сожалению, ожидать больших заявлений, больших мер по поводу этих стран. В отношении Грузии следовало ожидать, что будет визовая либерализация для грузин, что грузины могут легче достичь визы в Евросоюз. Этого не будет в Риге. По-моему, это ошибка, но может быть через некоторое время. Но хотелось бы, чтобы был сигнал все-таки грузинам, что европейский путь для них открыт. Я считаю, что маловероятно, что Евросоюз снимет санкции или даже смягчит их. Я думаю, что все-таки общий консенсус сохраняется, что пока Россия так вмешана в Восточной Украине, пока идут какие-то боевые действия на Донбассе, я думаю, что смягчения не будет. Все-таки это политика минимум Евросоюза. Задержанным под Луганском российским военным предъявлено обвинение в создании террористической группы. Россия отрицает присутствие в Украине своих действующих военнослужащих. Ну а как эту ситуацию откомментирует США? Наташа. Представитель Госдепартамента Джефф Радке прокомментировал задержание в Луганской области 2 российских военнослужащих Александра Александрова и Евгения Ерофеева. Он подчеркнул, что США ожидают гуманного к ним отношения.
Мы осведомлены о том, что были пойманы 2 российских военнослужащих, и мы отмечаем, что это произошло недалеко от города Счастье в Луганской области, по украинскую сторону линии прекращения огня. Правительство Украины проинформировало Соединенные Штаты, что эти люди находятся в Киеве, получают медицинскую помощь, и Украина пригласила международные организации посетить их. Факт поимки этих людей не является неожиданностью. Мы неоднократно говорили о сотрудничестве России и сепаратистов. Они проводят совместные учения, а руководство их действиями осуществляется одними и теми же командными системами управления. Так что их поимка лишь усугубляет нашу обеспокоенность тем, что совместные силы сепаратистов и России продолжают нарушать условия Минских соглашений, и тем, что Россия продемонстрировала мало желания выполнять свои обязательства и не использовала своего значительного влияния на сепаратистов с тем, чтобы убедить их сделать это. Госдума приняла в 3-м окончательном чтении законопроект о нежелательных иностранных организациях. Закон запрещает деятельность на территории России организаций, представляющих угрозу основам конституционного строя Российской Федерации или безопасности государства. Сергей Никитин, директор представительства Международной амнистии в России, дал комментарий нашему корреспонденту Даниле Гальперовичу. Этот закон, конечно, принесет вред гражданскому обществу Российской Федерации. Он очень сильно может навредить российским НКО, несмотря на то, что в тексте закона говорится о представительствах иностранных НКО. Допустим, какая-то иностранная организация названа нежелательной, то любой контакт российского правозащитника, любой контакт российской общественной организации с нежелательной организацией, чей офис может находиться за пределами Российской Федерации, он будет уже рассматриваться как нарушение вот этого самого закона. В Македонии не стихает народное волнение, вызванное углублением политического кризиса в стране. Оппозиция все громче требует отставки премьер-министра Николы Груевского. Продолжение темы в материале Вадима Оленичева. В столице Македонии, Скопье и других городах революционно настроенные граждане проводят тысячные акции протеста, требуя отставки премьер-министра Николы Груевского. Они недовольны авторитарными методами управления, к которым прибегает правящий кабинет. Рядом с белокаменным зданием, где расположен офис премьер-министра, протестующие ставят палатки и обещают покинуть их только тогда, когда Груевский подаст в отставку. Мы не уйдем отсюда, пока правительство не рухнет, потому что мы любим страну, которую они у нас украли. Мы хотим вернуть демократию, которую они уничтожили, и потому что мы любим наших детей, которых они коррумпировали. Давление на премьера усилилось после того, как стало известно, что правительство тайно прослушивало телефоны приблизительно 20 тысяч граждан. Записи с переговорами лидеров страны опубликовал соперник премьера на выборах Зоран Зоев. Разразившийся скандал вызвал в обществе серьезные вопросы о том, насколько жестко правительство контролирует СМИ, судебную власть и избирательные органы на протяжении 9 лет правления Груевского. Мы опубликовали эти записи, потому что каждый должен знать правду об этом. Министр внутренних дел и начальник разведслужб были вынуждены покинуть свои посты. Все это усугубилось недавними вспышками насилия. В ходе ожесточенных столкновений между гражданами и полицией в городе Куманово погибли 8 полицейских и 14 нападавших. Македонские власти заявили, что вооруженные молодчики пытались вызвать хаос. Более того, глава российского МИДа Сергей Лавров на днях дал понять, что эти волнения якобы инициировал Запад, так как Македония отказалась присоединиться к санкциям, введенным против России. Резкость российских властей объясняется, в числе прочего, тем, что в прошлом году из-за смены власти в Болгарии Москва потеряла возможность ввести в эксплуатацию газопровод «Южный поток», который было задумано проложить через Балканский полуостров. Теперь Россия хочет провести в Европу другой газопровод. Македония остается одним из беднейших государств Европы, и строительство на ее территории газопровода сулит стране немалые выгоды. Но одновременно оно означает усиление зависимости от Москвы, а многие жители страны предпочли бы прозападный курс. Они недовольны неспособностью властей привести Македонию в Европейский Союз. Наблюдатели отмечают, что события в Македонии удивительно схожи с ситуацией, которая сложилась в Украине перед падением режима Януковича. А значит, многое будет зависеть от того, какой политический выбор сделают сами македонцы. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. И новости западного полушария. В четверг Вашингтон и Гавана возобновят переговоры о полном восстановлении дипломатических отношений и открытии посольств после полувекового перерыва. Подробности в сюжете Пэм Докинс. В качестве жеста, призванного продемонстрировать потепление отношений между США и Кубой, в Гавану из американских островов Ки-Вест направились несколько парусников. Это первая подобная регата за последние полвека.
На этой неделе американские и кубинские дипломаты в Вашингтоне продолжат начатый процесс восстановления дипломатических отношений. Переговоры, которые пройдут в столице США, впервые на столь высоком уровне с момента личной встречи президентов США и Кубы на саммите Америк в минувшем апреле. Вполне вероятно, что дата открытия посольств в США и на Кубе объявят по итогам переговоров, которые состоятся на этой неделе. Американский Конгресс до 29 мая должен рассмотреть законопроект президента Обамы, предлагающий выведение Кубы из списка стран-спонсоров терроризма. По мнению профессора Леогранде, кубинский лидер Рауль Кастро уже продемонстрировал готовность обсудить назначение послов. По словам Кастро, как только Кубу удалят из списка государств-спонсоров терроризма, мы сможем обменяться послами. Таким образом, он подразумевает, что остальные проблемы уже решены. Одним из самых сложных аспектов нормализации отношений является поддержание прямых каналов связи, считает бывший американский дипломат Томас Пикеринг. Это необходимо для того, чтобы мы и кубинцы могли открыто обсуждать наши разногласия. Подобная связь не может быть односторонней. По словам Пикеринга, на грядущих переговорах предстоит подготовить дипломатический пакет, который сможет заслужить одобрение американцев как обоснованная и прочная база для восстановления связей с Кубой. Мы начинаем серию специальных репортажей из Техаса. Наш сегодняшний сюжет из Центра управления полетами в Хьюстоне, где побывал Александр Панов. В космическом комплексе Хьюстона, носящем имя президента Линдона Джонсона, расположены сразу два центра управления полетами. Один превратился в музей программы «Аполлон» со старыми телефонами, вакуумной почтовой связью и флагом, который находился на борту корабля, прилунившегося к поверхности спутника Земли. А в этом центре осуществляется связь с экипажами МКС и коллегами в российском ЦУПе. Именно в эту операционную комнату, которая работает круглосуточно и без выходных, иногда с орбиты доносится фраза, которая стала в английском языке уже поговоркой: «Хьюстон, у нас проблема». Главная проблема НАСА сейчас не в космосе, а на Земле. Новый космический корабль «Орион» для полетов на Луну, Марс, к астероидам находится в стадии первых испытательных беспилотных полетов. А программа шаттлов давно закрыта. Пока США космически зависимы. В первую очередь от России. Сейчас только чуть-чуть говорю по-русски. Николь Стот дважды побывала на Международной космической станции. 6 лет назад она прилетела на МКС на челноке Discovery и тогда же совершила выход в открытый космос, как здесь говорят, космическую прогулку, длившуюся свыше 6 часов. Второй раз она побывала на орбите 4 года назад, и это был последний полет шаттла Discovery. Несмотря на серьезные политические проблемы и противоречия, существующие между нашими странами, космонавты и астронавты продолжают успешно сотрудничать уже не одно десятилетие. Например, в этой космической капсуле многие американские астронавты возвращались с орбиты на Землю. У нас есть очень красивые станции в космосе. МКС, Международные космические станции. Это место замечательное. Это как лаборатория. Это как дома. Станция — это уникальное место, продолжает Николь уже на английском. Компоненты, собранные в разных местах планеты, и международные экипажи действуют как общее целое, единый организм. Когда мы парили вместе в невесомости, то иногда рассуждали, как бы мы могли решать проблемы планеты. Я действительно убеждена, что так же эффективно, как на международной станции, этом шедевре инженерной мысли и культурном феномене, мы могли бы работать и на Земле. Может быть, стоит отправить вместе на орбиту Обаму и Путина? Я думаю, это будет прекрасно. В космосе тело чувствует себя по-другому. Вместе с возможностью летать по станции вы освобождаетесь внутренне и по-другому видите планету, на которой мы живем. Из космоса Земля кажется одной общей станцией, кораблем, в котором мы вместе летим во Вселенной. Я думаю, политикам было бы полезно полетать вместе у иллюминатора и по-новому посмотреть на Землю. 15 стран участвуют в международной космической программе. Число флагов в космическом центре Хьюстона постоянно растет. На орбите самое приятное может быть вид Земли, конечно, невесомости. Это очень интересно. И тоже это друзья там. Очень хорошо мы работаем вместе.
очень хорошее время было на орбите. В учебном центре имени астронавта Сони Картера ежедневно проходят многочасовые тренировки. Работу астронавтов в открытом космосе, чрезвычайные ситуации, связанные со срочным ремонтом, отрабатывают в воде, почти в точности воссоздав нагрузку на скафандр и человеческий организм. После погружения, длившегося сегодня почти 8 часов, астронавты НАСА, имеющие за плечами выходы в открытый космос, Том Маршберн и Джо Акаба, терпеливо ждут, пока пройдет перепад давления, и с них снимут 130-килограммовые скафандры. Подготовка к полету занимает 3 года. Летят единицы, а тренируются все без исключения члены космического отряда. На стене контрольного центра панно по мотивам рисунка Леонардо да Винчи. Витрувианский человек – символ внутренней симметрии человеческого тела и всей Вселенной. Здесь, в Хьюстоне, гордятся тем, что на территории центра мирно проживают олени, а птицы вьют гнезда. «Мы работаем для того, чтобы жизнь на Земле стала лучше», — говорит Николь Стот. Александр Панов, Дмитрий Шахов, Хьюстон. Специально для настоящего времени. Из Техаса в Баку наши коллеги в Праге поговорили со свидетелями пожара многоэтажного здания, который унес жизни нескольких человек. Шахида? Спасибо, Наташа. После пожара в жилом доме в столице Азербайджана городские власти спешно пытаются найти и наказать виновных в случившемся. Напомним, по меньшей мере 15 человек стали жертвами пожара в Баку, более 60 госпитализированы. Сообщается, что большинство пострадавших – дети. Из токсикологического отделения Центральной клинической больницы города сообщают, что многие отравились дымом горящей облицовки здания. С подробностями мой коллега Александр Касаткин. Пожар, который начался утром 19 мая, посеял панику среди жителей Баку. Причиной пожара стало возгорание внешнего покрытия здания, которым облицованы многие жилые дома города. 1-2 месяца назад сгорело еще одно здание. И до этого они очень активно перестраивались, облицовывались и так далее. Пластиковое покрытие фасадов уже послужило причиной многих трагедий в разных городах и странах. В частности, в Грозном недавно сгорела высотка современного жилого комплекса «Грозный-Сити». Около каждого такого здания патрулируют и стоят на всякий случай пожарные машины. Генпрокуратура Азербайджана задержан руководитель компании Global Construction, которая проводила работы по облицовке сгоревшего дома. Мэр Баку утверждает, что эти материалы были использованы при облицовке 140 домов в разных районах города, и к вечеру у него будут данные экспертиз, которые позволят принять решение по поводу дальнейшей судьбы зданий с опасными фасадами. Жители дадут показания представителям прокуратуры, а также работникам полиции. Они оценят нанесенный пожаром ущерб и на основании этого вынесут решение. Тем временем жители Баку, опасаясь повторения трагедии, уже начали срывать пожароопасные облицовки, в том числе своими руками. Александр Касаткин. Настоящее время. В Таджикистане прошли военные учения сил Организации договора о коллективной безопасности. В них были задействованы более 2500 военнослужащих и около 300 единиц боевой техники. Напомню, что членами ОДКБ являются Россия, Таджикистан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Армения. Подробности в материале Антона Золотых. Учения прошли в приграничных южных районах Таджикистана на фоне обострения обстановки в северных провинциях Афганистана. Страны Центральной Азии обеспокоены тем, что в рядах террористических организаций воюют выходцы из этих стран, которые могут проникнуть через границу. Наличие подобных явлений в непосредственной близости от наших границ ставит перед нами важные задачи по недопущению их распространения на территории государств-членов ОДКБ и минимизации их негативного влияния в регионах коллективной безопасности. В отличие от прежних учений УДКБ, нынешние начались без предварительного предупреждения для того, чтобы проверить готовность стран в экстренных ситуациях. Российские источники сообщают, что в ближайшее время Москва окажет Таджикистану военно-техническую помощь в размере более $1 миллиарда, а состав российской военной базы в стране увеличат до 9000 человек. Православные активисты Калининграда выступают против проведения в августе этого года фестиваля современной музыки «Кубана». В прошлом году музыкальный марафон был изгнан из Анапы. Организаторов обвинили в растлении молодежи и надругательстве над государственными символами. О том, как примет Кубану Балтика, репортаж Андрея Королева в рамках проекта «Калининградский дневник».
Проблемы фестиваля «Кубана», ранее проводимого в Анапе, начались в 2013 году, когда музыкант американской панк-группы Bloodhound Gang сначала продемонстрировал со сцены украинский флаг, а затем, как утверждают православные активисты, надругался над российским триколором. Бас-гитарист надругался над флагом Российской Федерации. Я считаю, что это антиморальный поступок, который должен быть не просто осужден. Прошлым летом краснодарские казаки устроили бойкот Кубани, распространяя в интернете видеоролики, на которых были запечатлены молодые люди в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В этом году эхо черноморского скандала докатилось до Калининграда. Если есть люди, которых оскорбляет такое поведение, если есть люди, которые считают, что мат и призывы к насилию, к сексуальному насилию, к однополым бракам со сцены это недопустимо, то почему мы должны поддерживать на государственном уровне такие мероприятия? Московское руководство фестиваля уверено, что проблемы в первую очередь связаны не столько с политическим давлением внутри страны, сколько с экономическим кризисом и событиями в Украине. До тех пор, пока ситуация на Украине не успокоится, проводить Кубану в Краснодарском крае просто невозможно. И все же к фестивалю готовятся не только организаторы, но и власти. Моя экскурсия к месту его проведения начинается на пляжном променаде поселка Янтарный. У нас уже заняты все гостиницы. Бунгало, достаточно такой бюджетный отдых. Все, что можно было забронировать, уже забронировано. Для жителей поселка 100 тысяч туристов в пляжный сезон – это относительно безбедное существование в течение последующей зимы. Готовимся. У нас и поселок вот сейчас, видите, какой красивый становится. В любом случае ждем, потому что это очень классное масштабное событие. Однако нынешняя политическая ситуация не гарантирует ажиотажа со стороны европейцев. Если бы мы проводили фестиваль Кубана в Калининградской области 5 лет назад, я был бы уверен, что мы бы имели огромный приток зрителей из Европы и из Прибалтики. Ничего хорошего пока не сулят и поборники нравственности из Калининградской епархии. Судя по всему, основные протестные выступления еще впереди. Андрей Королев, «Настоящее время», Калининград. Ну а пока в Калининградской области готовятся к Кубани, в Вашингтоне встречают Бориса Гребенщикова. Правда, Наташа? Да, БГ еще требовали зрители на концерте группы «Аквариум» в Вашингтоне, и Мэтр спел им еще. Светлана Прудовская об американских гастролях Бориса Гребенщикова. Борис Гребенщиков с группой «Аквариум» в рамках гастролей по Северной Америке выступили с концертом в американской столице. Ждали музыкантов с нетерпением, билеты были раскуплены задолго до приезда группы, и на самом деле на концерте яблоку упасть было негде. Конечно, многие хотели услышать песни из нового альбома «Соль», который, по признанию многих, стал знаковым. Он про то, что мне не нравится, и это была моя реакция на то, что происходит. Может быть, нужно повременить и не писать песни, пронизанные болью, те, что съедают часть жизни, и в настоящее время могут не стать частью русской культуры. Знаете, все, что мы делаем, так или иначе остается, опять-таки, не в Корее, и не в Гватемале, и даже не в Южной Африке. Поскольку мы говорим на русском, если мы думаем, то мы думаем на русском, и мы делаем то, что мы делаем, так или иначе остается в русской культуре. Бывают облачные времена, бывают солнечные времена, бывают бурные времена. Но от перемены погоды люди, которые живут в этой погоде, никогда не менялись. Они только могут становиться прочнее, но характером они не меняются. Поэтому я думаю, что за судьбу русской культуры и русского народа мы можем быть совершенно спокойны. Концерты Андрея Макаревича и Дианы Арбениной в Вашингтоне в российских СМИ были восприняты как концерты 13 друзей хунты. Так назвали журналисты НТВ этих музыкантов. Такое может случиться и с группой «Аквариум». Там, где я рос, это был Петербург, все интуитивно знали с самого начала, с рождения, что никакой правды никто никогда им не скажет из официальных каналов. Поэтому государству верить нельзя. Но большое количество поклонников оппозиционных музыкантов отвернулись от своих кумиров, оправдывая это патриотизмом. Вы знаете, я напомню вам слова великого американского журналиста XIX века. Патриотизм, сказал он, это последнее прибежище жулика. Когда люди начинают говорить о патриотизме, значит, что-то где-то крупно украли.
Зрители долго не отпускали музыкантов, и те тоже с удовольствием возвращались на сцену. Снова и снова звучали песни, которые в разное для всех время посеяли пламя любви в душах этих верных поклонников БГ и группы «Аквариум». На этом наша программа подошла к концу. Спасибо, что были с нами. Шахида, до встречи в эфире. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. В настоящее время Шахида Якуб. Всего доброго. До свидания.